музакере этейік. Енді 8 күнден берлі ғайып болған Эрвин Ибрагимовның весиқаларны Туневын, Арпат, яғни Бахчисарай жыварларында таптылар, яғни пассапортуны таптылар. Бұл ақта аргументы недели Крым деп yazıla. Onun айтқанына көре, по словам нашедшего документа Бахчисарайца, документы он нашел вчера вечером. Сначала увидел паспорт и трудовую книжку, а чуть позже водительское удостоверение. Все это он незамедлительно отнес в полицию. Активистлер Авропа Советіден более мұраджатта болынды. Олар айтаки более Қырымда олған Қырымтатарларға қаршы қанунсыздыққа бөлек көзлеріні қапатмасын дей. Ве бұны осы мұраджатта 1 июнь күні Мустафа Джемилев язды. Хотелось бы несколько прояснить ситуацию, указывается в письме к Ягланду. То, что некоторые члены Меджлиса, которые согласились на сотрудничество с оккупационным режимом, сидят на руководящих должностях. Они находятся в тюрьмах или изгнании, как другие члены Меджлиса, которые на такое сотрудничество не согласились. Не означает отсутствие массовых репрессий против крымских татар. Любой крымский татар, независимо от наличия оппозиционных к оккупационным властям взглядов, постоянно рискует быть обысканным в собственном доме, задержанным во время молитвы в мечети, безосновательно арестованным для установления личности. В этом контексте неправомерный запрет Меджлиса в апреле 2016 года полностью вписывается в политику системных репрессий крымско-татарского народа, которую проводит оккупационная власть. Туневын яне июньнің біріншісінде Ақияр шерінде yaşagan bir активист Қырым балалары ақында, саяси мабызларының балалары ақында да бір кере эркеске танытты, хабер етті ве хатырлатты. Айтқанына көре, сегодня 1 июня, День защиты детей, и я хочу защитить этих детей от грусти, от слез. Я хочу, чтобы они смеялись от всей души, и чтобы, несмотря на улыбку, их глазки не были такими печальными. Так больно видеть, когда у таких маленьких деток столько грусти, задумчивости. Я очень хочу видеть счастье и беззаботность на их лицах. Я очень хочу, чтобы отец смог повести свою доченьку в 1 класс в этом году, а я запечатлю наконец-то эти детские глаза, полные счастье, деп язған Ақияр шерінден бір ватандаш. Біз де бұларға қошыламыз ве ұмыт етемізге яқынларда енді сияси мабузларымыз азат етілер ве өз балаларына, өз евлеріне қауышарлар. Қиметлі ватандашлар, біз есе программамызны девам етеміз ве біздің студиямызда виртуаль шекілде, яғни скайп вастасы или мұсафырымыз тешрif бұйырды. Бұндан евелмен сізге хабер еткен еді. Бұл Москвадан біз еле Борис Вишневский бағланды. Бұл белі сияси бір инсандыр. Анда бұл бір фалиет көстере Қырым татарларына дестеклеймі болған водителерге насыл баха бұл ақта онен бері-берлікте шымды субет етежекміз. Ләкин bundan evvel küçük bir intervyunu sizge göstermek isteyeyim ki 2 yıl evvel Mart'ın 15'inde yani referendumga bir gün kalganda Boris Vishnievskiy böyle intervyu bergen kendine seyredeyik. Там живут замечательные люди, прекрасные, разных национальностей. После российской аннексии они будут жить хуже, им будет сложнее, они станут невыездными, у них будет гораздо меньше туристов, у них будут проблемы со снабжением энергоресурсами и водой. И все это ради удовлетворения амбиций очень небольшой части российских политиков, которые находятся у нас у власти. И ради разговоров о том, что сейчас мы себе что-то якобы возвращаем. Да не было никаких проблем в Крыму за последние годы. Никто там не ущемлял идей, говорящих на русском языке. Если хотят защищать соотечественников, пусть сперва бы защитили их в Средней Азии, в Прибалтике, в других местах. Там что-то не очень мы видим попытки их защитить, хотя там есть реальные факты ущемления их прав и нарушения их свобод.
Кыйметли ватандашлар, мына көрдімізге Борис Вишневский бойлы сөзлер айтқан, бұнда невел Москва деп айттым, біраз яңлыштым Санкт-Петербургдан шымды бізле бағланды. Борис Лазаревич, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Наверняка вы сейчас посмотрели интервью, которое мы показали, и ваши слова оказались пророческими. Мне очень жаль, что они такими оказались, но, честно говоря, не требовалось быть большим пророком, чтобы предсказать то, что будет происходить в последующие 2 года. Если бы не стремление, на мой взгляд, таким путем поднять рейтинг Владимира Путина, я думаю, что сейчас все люди в Крыму, всех национальностей, жили бы гораздо лучше. А как вы в целом оцениваете те события, которые сейчас происходят в Крыму? С каждым днем репрессии усиливаются против жителей Крыма, а именно против крымских татар. Мы это видим каждый день. И как долго это еще будет продолжаться? Как думаете? Я очень сочувствую вообще всем, кто живет в Крыму, и тем, кто подвергается репрессиям и преследованиям. Крымские татары, безусловно, наверное, самая преследуемая группа. Мне известно судебное решение о запрете меджлиса крымско-татарского народа. Я думаю, что это несправедливое решение. Надеюсь, что оно все-таки будет отменено, независимо от политических причин. И я прекрасно знаю, что крымские татары были одним из тех народов, который подвергся в 1944 году уже массовой репрессии, массовой депортации. Причем во время этой депортации едва ли не половина депортированных погибла. И очень печально, что сейчас опять замечательный, мужественный, гордый народ подвергается преследованию. У меня возникает ощущение, что всех их нынешняя крымская власть воспринимает как заведомых врагов, оппозиционеров, и старается сделать все, чтобы они замолчали, вообще никак не высказывали свою точку зрения относительно происходящего, жили в страхе и чувствовали себя людьми, ну, если не второго сорта, то, по крайней мере, находящимися в ущемленном положении. Вот я очень надеюсь, что ситуация эта изменится. Я думаю, что решительным образом она изменится только тогда, когда изменится ситуация в России, когда произойдут перемены в российской власти, на которые я очень надеюсь. А как вы думаете, что может измениться в Российской Федерации? Я надеюсь, что российские граждане в сентябре этого года на выборах Государственной Думы все-таки изберут немножко другой парламент. Я надеюсь, что будут перемены, связанные с президентскими выборами в России, хотя это и не скоро. Я надеюсь, что общественные протесты в России приведут к тому, что российская власть будет вынуждена менять свою политику, в том числе и по отношению к крымским татарам. Говоря о страхе, безусловно, на данный момент в Крыму все действия, которые проводятся оккупационной властью, направлены на то, чтобы загнать народ и жителей, которые занимают другую позицию, в страх. И как вы думаете, что еще можно ожидать от путинского режима? Я думаю, что вот эти попытки запугать будут продолжаться. Собственно, ничего нового по сравнению с тем, что происходило в последние годы с политическими активистами в России, я имею в виду оппозиционных активистов, сейчас в Крыму не наблюдается. Вот в то время, когда Крым был и де-факто, и де-юре частью Украины, мне ничего не было известно о каких-то политических репрессиях. Крымчане просто не чувствовали на себе то, что мы в России при нашей нынешней власти чувствуем в последнее время, когда любой из оппозиционных активистов может подвергнуться нападению, может быть задержан, может быть арестован, может стать жертвой какой-то провокации и почувствует на себе всю тяжесть преследования со стороны правоохранительных органов. Вот это вот обычная, к сожалению, для России последних лет ситуация сейчас стала распространяться и на Крым. А скажите, а вот насколько в Санкт-Петербурге люди информированы вот этой вот эскалации репрессий в Крыму? Я думаю, что в очень малой степени, потому что только ничтожное число
И почему? российских СМИ об этом рассказывает. Иногда об этом что-то можно узнать на «Эхе Москвы», что-то можно прочесть в «Новой газете», что-то можно увидеть на телеканале «Дождь», но мы видим, что число хотя бы относительно независимых СМИ в России, оно ничтожно мало. По федеральным телеканалам, естественно, ни слова, по ним рассказывают только о том, как замечательно сейчас все живут в Крыму, в том числе и крымские татары, и только кучка смутьянов мутит воду. Поэтому я боюсь, что большая часть жителей Петербурга не имеет реальной информации о происходящем. Я сам ее черпаю вот из этих немногих СМИ, из интернета, из переписки. Поэтому, наверное, немножко более информирован, чем остальные. Борис Лазаревич, а вот усилилось ли давление на представителей оппозиции в России после событий с Крымом, после аннексии Крыма? Я бы не сказал даже, что очень сильно усилилось давление на них, но усилился страх в определенной степени. Вот эта вот атмосфера, как нам рассказывают, почти всеобщего восторга и поддержки Владимира Путина после того, что у нас называют присоединением Крыма, и то, что моя партия «Яблоко» открыто называет незаконной аннексией, она такова, что сегодня очень непросто выйти и сказать, что ты против. Ты тут же будешь объявлен национал-предателем, пятой колонной, врагом народа. Немногие выдерживают такую обстановку. Опять же, в Крыму последние события снова нас вводят в страх. И наверняка вам известно, что в Крыму пропал уже как 8 дней, неизвестно, где находится представитель Меджлиса крымско-татарского народа Эрвин Ибрагимов. Есть ли какая-то информация по этому поводу у вас и вообще в Санкт-Петербурге? Говорят ли вообще об этом российские СМИ? Знаете, к сожалению, практически не говорят. Очень редко даже обсуждают в интернете. Я об этом знаю из социальных сетей, поскольку слежу за ситуацией, конечно, в том числе и в Крыму, но боюсь, что таких, как я, очень мало. Но, к сожалению, этого нет в эфире, этого нет в массовых СМИ, значит, нет и в общественном сознании. Это очень печально. Скажите, а возможно ли создание крымско-татарской автономии будет путем к деоккупации Крыма? Потому что мы знаем, что президент Петр Порошенко инициировал процесс внесения изменений в закон Украины о создании крымско-татарской автономии. Что вы по этому поводу думаете? Я, честно говоря, не очень понял, где и как будет создана эта автономия. В Украине будут внесены изменения в закон Украины по поводу создания крымско-татарской автономии. Знаете, на сегодняшний день юридическим фактом, к сожалению, является то, что сам Крым украинская власть никак не контролирует, не может влиять на ситуацию в нем. Вот я думаю, что большой ошибкой предыдущих властей Украины было то, что они создали эту автономию в предшествующие годы. Сейчас, на мой взгляд, понадобятся годы и огромные усилия, чтобы изменить ситуацию с Крымом. Я понимаю, что уж чего-чего, никакие силовые действия тут решить невозможно. Кстати, насколько мне известно, Петр Порошенко тоже об этом говорит. Возможно, только переговоры, дипломатические усилия, причем с обоих сторон. Я думаю, что, опять же, только после серьезной очень смены российской власти и ее политики начнет меняться ситуация с Крымом. Говоря о дипломатии, а верите ли вы в возвращение Крыма дипломатическим путем все же? Мне сейчас трудно об этом сказать. Я вообще редко рассуждаю с сослагательным наклонением. Вот пока у власти в России будут те, кто сейчас, я думаю, что ситуация, к сожалению, никак не изменится. А что для этого нужно делать, чтобы у власти не были те, кто сейчас? Это, возможно, нужно вести какую-то информационную войну, возможно, нужно как-то, не знаю, может, людей вовлекать, то, чтобы они использовали, черпали информацию из более, так скажем, независимых СМИ, это с интернета, либо... Как вы видите эту ситуацию, смены этой власти? Либо должно пройти время? Я уверен, что смена власти в России может пройти только мирно и только на выборах. Вот мы с коллегами по «Яблоку»
добиваемся именно такого, что после выборов произошли перемены в России. Мы категорические противники любых революций. Что касается получения людьми информации, они же сами решают, откуда ее брать. Интернет сейчас есть в доме едва ли не у каждого второго. Но, к сожалению, очень многие им пользуются для развлечений, для общения, а не для получения общественно-политической информации. А известно ли вам, что на границе с Крымом формируется батальон имени Номана Челебиджихана, и главная цель – это деоккупация Крыма у этого батальона? Знаете, я не слышал об этом. Повторяю, я абсолютно уверен, что крымская проблема никаким силовым путем сейчас не может быть решена в принципе. А санкции, насколько действуют санкции Запада на данный момент на Россию, либо, как вы думаете, стоит ли усилить их? На Россию в гораздо большей степени действуют те антисанкции, которые вела наша собственная власть против собственных граждан, запретив ввоз целого ряда продуктов. Это приводит к росту цен, это приводит к ухудшению качества продуктов, это оказывает куда большее влияние. Те санкции, которые ввели страны Запада, на мой взгляд, большого влияния не оказывают. А какие санкции можно ввести, чтобы оказывали реальное давление? Например, почему бы Запад не пойдет на более радикальные меры, как вы думаете? Знаете, это вопрос не ко мне. Я не являюсь западным политиком и не располагаю этой информацией. Я говорю вот о том, что Меджлис совсем недавно предложил западному сообществу, Западу ввести эмбарго на российскую нефть. Как вы думаете, вот возможно ли это и насколько это повлияет на страну-агрессора? Я думаю, что это нереально. Скажите, вот на данный момент, отслеживая ту ситуацию в Крыму, какие бы вот меры могли бы предпринимать жители Крыма для ненасильственного сопротивления? То есть возможно ли это и что бы вы посоветовали людям делать сейчас в Крыму? Знаете, то, что мы делаем в Петербурге, в Москве, в других городах, это мирный протест, который находится в рамках закона, чтобы он не мог за собой повлечь преследований, опирающихся на нормы закона, мирное выражение своего мнения, участие в выборах, распространение информации среди своих друзей и знакомых. Это те методы легальной борьбы, которые использует российская оппозиция все последние годы. То есть вы верите, что смена парламента может как-то повлиять на ситуацию Крыма и Донбасса? Да, я думаю, что может. Я хотел бы спросить другой вопрос. Верите ли вы в то, что в России выборы проводятся прозрачно? Знаете, выборы в России, конечно, проводятся не очень честно, но чем больше людей в них участвует, тем больше вероятность того, что фальсификации не смогут существенно изменить их результат. Тут все зависит от активности граждан. Если 20% или 30% приходят на выборы, очень легко на них повлиять и подделать их результаты. Если 80% приходят, это гораздо сложнее. Спасибо большое, Борис Лазаревич, что сегодня вы связались с нами в прямом эфире и ответили на интересующие вопросы жителей Крыма, а также и наши вопросы. Спасибо вам большое, желаем доброго дня и всего хорошего. Спасибо и вам тоже. İşte Kore'mizki saygılı teleseyirciler, birçok meraklı gayeler ve fikirler var. Kırım'ın azat edilüvü Aqta mesela Boris Lazarevich bu siyasetçi bu Kırım'ın azat edilüvünü Rusiya hakimiyetinin denişmesiyle Kore yakınlarda mına saylavlar olacak ve eğer de bu hakimiyet denişse belki de Kırım Керахайта жағына инанавия бұл Қырым татар халқының не қадар дестеклегеніне ве Русияда кенеде бойлы адекват инсанларының олғанını да бір көреміз. Ләкин бұндан evvel айтты ки мына Русияда doğru мәлумат деген şey асыл да umumen алғанда жоқтыр ве біз де мұндан сізге тәвсие етеміз. Асылында бұл
пропагандаға хулах асмайық ве doğru ве кереклі матбуат васталарыны оқуйық ве doğru ве кереклі теле каналарына сейретейік. İşte ben de eminim Rusya dışında hakimiyet denirse böyle demokratik Avrupa şekilde bir insanlar gelse hakimiyetke gerçekten de Kırım azat olacak ama bilesem ben ne de emin değilim çünkü bu Rusya'da bu vыборları Temmuz geçkeninde saylavları vыборlar bağışlarsınız Temmuz geçkeninde emin değilim ve insanların şimdi akılları o kadar da bu Rusya informasiyadan böyle bilesin mi dolu onlar gerçekini hakikatini endi görmüyor. Onlar için böyle beyaz bu karadır, kara bu beyazdır. Onun için ben de elbette kol tutan bu diplomatik şekilde bu kansız şekilde bu Kırım'ı azat etmeye ama benimcesine bu metodlar şimdiki vakitte bilesiniz çok böyle çalışkanlığı değildir belki. Açık belki de vakit gerek geçmeye, faaliyet gerek. Мен бірқаш сөзіне қошылам, ләкин базы бір шелер ақында түшінгенде, мұна бұл дипломатик шекілде Қырымның қайтарылуы, менімже мұна 2 ел девамында енді Украина, әмде халқара тешкелетлер дипломатик шекілде Қырымны қайтармаға істейлер. Мұна Минск аңлашылмаларыны біле алсақ, анда Қырым ақында бір сөз біле жоқтыр. Асында 2 ел девамында егерде көрімлі бір әрекетлер олсайды, асылда белки олар var ama білеміз кенде 2 yıl devamında Kırım işgal altında ve kim ne vakit ne yapacak nasıl olur da bilmeyeyim anda Rusya'da saylavlar olur mu mına Amerika, Evrosayuz ya da diğerleri sanksiyalarını güçleştirir mi bularının bilmeyeyim ne kadar emniyeti var lakin emniyetli ne olganını men tek bir şeyini bileyim bu Kırım'nın tek Kırım Tatarlarga gerek olganıdır ve Kırım'ны tek Kırım Tatarlar azat ete bilgenidir ve şundan men eminim Kırım vatandaşlar çünkü mına göremiz ki Kırım kenede hiç kimsege gerekmiyor bizden gayrı. Eğer de böyle pek gerek olsaydı Kırım'ны menimce 2 yılda azat etmek mümkün olur idi. Ama kenede hareketler yapılar, Rusya'ya karşı kenede sanksiyalar ola, hem de Ukrayna bir şeyler yapa, lakin Kırım'da endi vaziyet olup da taştı, bardaklar taşa, insanların sabırları taşa, endi ne kadar beklemek mümkün insanlar bilmiyor. Şu sebepten endi bir korumlu bir şeyler yapmak gerek, menimce hareketler yapmak gerek ve bunu tek biz yapabilemiz çünkü tek Kırım Tatar halkı son noktanı koyabilir. Ben de eminim ki hareket yapmak gerekmez ve bu siyasetçilerimiz şimdi büyük hareket yapar çünkü gerçekten de böyle şimdi bu Avrupa Birliği, Dünya Birliği böyle müracaatta bulunar böyle var sanksiyalarını böyle şimdi Rusya'ya karşı yapar çünkü Kennedy tarihke bakanda böyle Sovet devleti böyle Afganistan'a kirgende onlara da böyle karşı sanksiyalar o zaman yapkanlar. Ama orada bugünkü gibi aytkan biz bu sanksiyalardan korkmayamız, her şey yaxşı olacak ve insanlar o zaman da hiçbir şey bilmedi bu sanksiya hakkında ve medya anabamdan sorasam ya buna Sovet hükümet, Sovet devleti dağılganda siz 1 yıl buna evvelden bileydiniz mi? Orada 1 ay evvelden biz bunu bilmedik çünkü aslında Sovet devrinin yıkılacağını hiç kimse bile düşünmedi. Düşünmedi, hiç böyle bir fikirler yok idi insanlarda ama bu sanksiyalar bilesiniz işlemeye başladı ve 10 yıl geçti ve Sovet devleti de anladı o böyle olmaz o Afganistan'dan bütün askerlerini çıkardı ve sonunda ise böyle çok bilesiniz böyle çok turmağa böyle olmadı. Bir günde o da dağıldı. Şimdi ben ne aytmak isteyeyim ki şimdiki zamanda her şey tez geçiyor. Ve informasyon cengi çok mühimdir. Ve eminim her şey güzel olacak.
Biz de buna eminiz. Men burası güldüm ve çünkü men sizlerine hoş olan kıymetli vatandaşlar bir sözle aytmak mümkün. Bu dünyada hiçbir şey ebedi değildir. Yakın zamanlarda biz öz muhtar cumhuriyetimizge kavuşacakmız. Çünkü bizde onlarda olmayan bir şey var. Bizim ruhumuz çok zengindir. Sağ kalınız. Söz benim ben sana aziz vatanım. Ben seni korçalap bahtlı yaşarım. Şimdilik yazılmay yürek yarası. İşte bunda halkım dertler manası. Şimdilik yazılmay yürek yarası. İşte bunda halkım dertler manası. Baş yazımız muşkuldan dostlar. Hay yalvarım sen arka kaydan. İbrikimiz unutulmasın. Unutmasın bir kırımdadan. Baş yazımız muşkuldan